алашә имҩа ианхалаз ацәымза дашьҭалон. Усҟан, шьҭахьҟа дазхьаԥшыр, мырхәагак изылашон, иԥиԥшыз аӡыблара далызгоз. В 1917-1918 годы. Это один из сложных периодов истории Абхазии. В это время на долю абхазского народа выпало немало испытаний. После февральской революции Временное правительство создает особый Закавказский комитет. 10 марта 1917 года в Сухуме состоялось совещание представителей Сухумского округа. Они сформировали местный орган Временного правительства в Абхазии – Комитет общественной безопасности. Его возглавил абхазский князь Александр Шервашидзе. Также создается милиция во главе с князем Таташем Маршане. 20 октября 1917 года во Владикавказе был подписан союзный договор и учрежден Юго-Восточный союз казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей. Согласно договору, с 16 ноября в Екатеринодаре стало функционировать Объединенное правительство Юго-Восточного союза при активном участии представителей Абхазии, которая вошла в союз в виде Сухумского округа. В принятой 28 ноября 1917 года декларацией союз гарантировал своим членам полную в их внутренней жизни независимость. В Юго-Восточный союз входил Союз объединенных горцев Кавказа, образовавший в ноябре 1917 года Горское правительство. Союз объединенных горцев Кавказа, как мы его называем, хотя он официально назывался Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана, и с ноября стал называться Союз горских народов Северного Кавказа, Дагестана и Абхазии, был создан для борьбы за интересы вот этих горских народов. Еще вскоре после февральской революции в марте некоторые северокавказские общественные деятели выдвинули идею объединения горских народов, и в мае 1917 года во Владикавказе прошел учредительный съезд этой организации. Постепенно это заинтересовало и Абхазию, и абхазские общественные деятели, многие из них, Басария, Ашхацава, князь Александр Шервашидзе и другие, активно включились в то, чтобы вовлечь Абхазию в это движение, видя в нем один из способов возрождения абхазской государственности и площадок для борьбы за интересы абхазского народа. В конце 1917 начале 1918 года Абхазию в Союзе объединенных горцев Кавказа представлял Семен Ашхацава. Уполномоченный Союза объединенных горцев Кавказа чеченец Асланбек Шерипов неоднократно приезжал в Абхазию. Он выступал на крестьянских сходах в Бзыбской и Самурзаканской Абхазии,
в своих речах поднимал вопрос о национальном самоопределении абхазов. 8 ноября 1917 года в Сухуми состоялся съезд абхазского народа. В тот же день был образован Абхазский народный совет, местный орган власти Союза горцев. Первый Абхазский народный совет возглавил Симон Басари. Тогда же были приняты Декларация и Конституция Абхазского народного совета. Конституция и Декларация Абхазского народного совета были приняты практически сразу после образования Абхазского народного совета в ноябре на первом народном сходе Абхазского народа. И там шла идея о самоопределении Абхазии. Говорилось о том, что абхазы приветствуют начавшиеся процессы самоопределения народов Российской империи. И в то же время говорилось о том, что абхазы желают также участвовать в этом процессе и иметь возможность создания собственной государственности. Да, речь шла сначала, возможно, о форме союза с другими горскими народами Кавказа, но и это был один из путей, одна из форм возрождения абхазской государственности. В день проведения съезда 8 ноября в Сухум приехали грузинский социал-демократ Акакий Чхинкели и другие деятели. Они были информированы о подготовке объединения Абхазии с северокавказским государством горцев. Как ни старался Чхинкели отвернуть абхазцев от данного решения, ему не удалось предотвратить этот акт. Несмотря на удаленность Владикавказа, Временное горское правительство тесно сотрудничало с Абхазией. Именно тогда постановили сформировать Абхазский конный полк 400-сотенного состава. Военное формирование при Народном совете составляли всадники Абхазской сотни, прибывшие с фронта Первой мировой войны. Таким образом, они становились частью вооруженных сил горского правительства. С ужесточением гражданской войны на Северном Кавказе связи Абхазского народного совета и Союза объединенных горцев Кавказа ослабли. В этих условиях произошли первые контакты Абхазского народного совета с Народным советом Грузии. 9 февраля 1918 года в Тифлисе состоялось совещание. Абхазская делегация во главе с Александром Шервашидзе стремилась иметь с Грузией добрососедские отношения, как с равным соседом. Председатель Народного совета Грузии Акакий Чхинкели в беседе с Александром Шервашидзе пытался поставить вопрос о выходе Абхазии из состава Союза горцев Кавказа. В тот же день между Абхазским народным советом и Народным советом Грузии было заключено соглашение по вопросу об установлении взаимоотношений между Грузией и Абхазией. Договор от 9 февраля 2018 года был заключен в условиях начинавшейся гражданской войны, когда Северный Кавказ оказался поделен, во многих областях делалась попытка установления советской власти, в то же время противники советской власти объединялись и так далее. В этих условиях Абхазский народный совет, когда были затруднены связи с Северным Кавказом, пошел на соглашение с Национальным советом Грузии. И 9 февраля было подписано соглашение, согласно которому Абхазия признавалась, во-первых, в границах от реки Мзумта до Ингура. Значит, вторым пунктом гласил о том, что политическое будущее Абхазии, ее будущее устройство будет определено на учредительном собрании,
Абхазии, которая будет создана на демократических основах. И третьим пунктом говорилось ли о том, что если договаривающиеся стороны Абхазии или Грузия будут заключать еще с кем-то какие-то политические союзы и так далее, они должны будут ставить в известность друг друга. Я не знаю, почему грузинская сторона считает, да, что этот договор фактически обозначает автономию в составе, да, Грузии. Сами пункты ничего такого, как вы видите, не говорят. Более того, речь идет о признании целостности Абхазии, о том, что стороны будут ставить друг друга в известность, но это касается не только и не столько, но и грузинской стороны, абхазской, но и грузинской стороны. И самое главное, что вопрос политического устройства, его в дальнейших взаимоотношений с другими государствами и так далее было отложено на будущее. То есть фактически это, скажем, даже не столько договор, хотя можно назвать его равноправием, это сколько даже протокол о намерениях. Да? То есть кто будет, когда будет установлен договор. Вместе с тем, это одна из первых попыток все же установить какие-то взаимоотношения с Грузией. Но, как видно, пока лишь на равных, равноправных условиях. Еще в конце 1917 года в селе Джурхуа был созван сход крестьян Гудаутского участка. На нем было принято решение о создании крестьянской вооруженной дружины Кяраз во главе с Нестором Лакоба. Под руководством большевиков в Абхазии началось крестьянское движение. Повстанческие отряды создавались во всех участках. После 9 февраля 1918 года большевики совершили неудачную попытку установить советскую власть. С 16 по 21 февраля 1918 года Сухум находился в руках большевистского военно-революционного комитета под председательством Ефрема Эшба. Абхазский народный совет в ультимативной форме потребовал 17 февраля немедленно ликвидировать военно-революционный комитет. Через несколько дней новая власть пала. После первой неудачной попытки установить советскую власть в конце февраля 1918 года в Батуми состоялось совещание с участием Арахилашвили, Эшба, Лакоба, Атарбекова. На нем был выработан план вооруженного восстания в Абхазии. В результате совместного вооруженного выступления Гагарского, Гудаутского и Гумистинского повстанческих отрядов 8 апреля 1918 года Сухум был освобожден от меньшевиков, и здесь победила советская власть. 11 апреля она была установлена в Самурзакане. Кроме Кудорского участка, большевикам повсеместно удалось на время водворить новый порядок. Центральным органом управления Сухумского округа становится военно-революционный комитет Абхазии во главе с Ефремом Эшба. Его заместителями были Лакоба и Атарбеков. Военно-революционный комитет Абхазии предпринял ряд мер по укреплению советской власти. Он осуществлял охрану революционного порядка в крае, принял ряд постановлений о печати, о национализации банков, об обеспечении населения продовольствием и многое другое. Военно-революционный комитет установил связь с Лениным и его соратниками. Несмотря на все это, советская власть в Абхазии оказалась в тяжелом положении. В Сухуме она просуществовала более 40 дней. Но вскоре советская власть в Абхазии пала. В силу различных факторов в 1918 году советская власть в Абхазии пала. Но на этом маховик национально-освободительного движения против грузинских меньшевиков не остановился.
это стало периодом новой борьбы абхазского народа за восстановление своей государственности.